Обмен очень несправедливый. И вообще, знаете мою точку зрения по поводу обмена с таким режимом, как путинский режим. Сегодня освободили несколько человек, завтра 10 раз больше Путин может набрать. А где мы найдем столько еще пленных, которых будем менять на наших соотечественников? Второе. То, что обменяли очень важного свидетеля по Боингу, это мы значительно испортим отношения, во-первых, с Голландией, с Европарламентом. Десятки депутатов Европарламента обращались с просьбой не делать этого, не выдавать этого очень важного свидетеля. Что мы имеем? Теперь недоверие к нам. А завтра еще несколько человек арестуют. Как мы их будем менять? Мустафа Ага, как, по вашему мнению, тогда должен был проходить процесс? Вообще, знаете, прежде чем обменивать, вот если бы я там сидел бы вместо Сенцова, они бы меня должны спросить, вот у нас мы хотим вот такой обмен, вы согласны освободиться вот такой ценой? Я бы, например, категорически сказал бы, не надо мне такой свободы. Интересы государства, интересы общества все-таки значительно выше. Не для этого Сенцов садился в тюрьму, не для этого такие люди, как Кольченко, как Балух, действительно патриоты своей страны, пожертвовали своей свободой, а может быть и жизнью. Мустафа Ага, среди 35 освобожденных политических заключенных один крымский татарин Эдем Бекиров. Вам было известно, что будет всего лишь освобожден один крымский татарин, и почему всего лишь один? Ну, не мы составляли списки, конечно, должна была быть какая-то пропорция, но спасибо, что хоть одного освободили. Но вообще-то у нас, если брать в целом количество заключенных, крымских татар, где-то они составляют где-то около 70% всех заключенных. Мустафа Ага, еще вот вопрос касательно речи президента Зеленского. Сегодня он как раз, когда встретил всех с самолета, пленных, освобожденных, он сказал, что это лишь первый этап. Второй этап — это будет уже больше людей освобождать. А вот в дальнейшем он сказал, что мы потом остановим войну, разведение войск будет в 2 этапа. После мы перейдем к сложным вопросам. Что, по вашему мнению, подразумевал президент Зеленский под понятием «сложным вопросом»? Можно ли это считать деоккупацией Крыма? Я не знаю, если он говорит, что освободит и остальных, он может гарантировать, что Путин в 10 раз больше еще не наберет заключенных? Как их будет освобождать, я не знаю. И мир любой ценой. Мне вот кажется, как раз мы идем к тому, что то, что Зеленский как-то сказал, что хочет мира любой ценой. А вот этот вот обмен мне очень напоминает капитуляцию. Мустафа Ага, еще уточнение. Опять же, президент Зеленский сегодня рассказал, что 7 августа в этом году он позвонил президенту Путину, и они разговаривали как раз о вопросах обмена заключенных, и как раз они об этом и договорились, что, мол, ну, не мол, а на сегодняшнее число как раз этот обмен и произойдет. Скажите, пожалуйста, ваше мнение, что мог предложить Путину Зеленский, о чем... После чего Путин так сразу согласился на этот обмен. Что... От чего Путин не смог отказаться? Да. Ну, скорее всего, вот этот заключенный, который очень важный свидетель по делу Боинга малазийского, это, во-вторых, Путин в выигрышном положении. Сегодня он освободит тех, кого мы скажем, а завтра наберет значительно больше. И мы тут будем беспомощны. И как можно договариваться с таким человеком, который грубо попирает все международные нормы? Здесь единственный путь всем мировым сообществом настаивать на том, чтобы безоговорочно были освобождены. Есть решение Гамбургского трибунала по поводу 24 наших моряков. Какие могут быть здесь обмены?